Ежедневно в патентное бюро приходят сотни изобретателей, жаждущих запатентовать свои творения, гениальные и совершенно безумные. Вот о странных и необычных мы сегодня и поговорим. 10 место занимает ароматный будильник. Вместо надоедливого трезвона он будет своего владельца ароматом. Причем этот запах денежных купюр изобрел его 80-летний житель Франции Гийом Ролло. Причем уже воспользовался сервисом Kickstarter и привлек инвестиции в свой проект. Новое чудо будильник уже скоро поступит в продажу, причем по цене за $65. Топ-9. Американский бизнесмен Стюарт Джексон изобрел специальное кресло для детей, страдающих аутизмом, как и его сын. В том, что детям с таким расстройством при различных нежелательных реакциях помогают крепкие объятия. Вот и Джексон придумал кресло с надутыми подушками безопасности, которые сразу обхватывают ребенка, когда он садится в это кресло. Тело обеспечивается постоянное давление за счет специальных датчиков и насоса. Изобретение работает очень тихо, что особенно важно аутистов раздражает громкий шум. Топ-8. А вот еще одно изобретение из США. Энтони Ортис проникся нелегой долей всех людей, сидящих на диете, и разработал для них новую тарелку, которая определяет размер порции и посчитывает калории в пище. Так он решил помочь своему отцу, который после операции вынужден тщательно посчитывать калории. Принцип работы таков. В каждой из 3 зон чуда тарелка оснащена мини-камерой, которая распознает продукт, обращается к своей базе данных и вычисляет калорийность блюда, основываясь на весе и объеме порции. Ждем гаджет в продаже через год, летом 2016 года. Топ-7. Оптометрист из Канады Гаррет Веб изобрел миниатюрные линзы, улучшающие зрение до показателя второе выше нормы. Для этого ему потребовались 8 лет исследований и инвестиций на $3 миллионов. Кроме того, их не нужно снимать, надевать, врач вводит их в глаз с помощью шприца. Топ-6. Это совместный проект наноцентра, Мордовии и технопарка. Казалось бы, ничего сверхъестественного, просто скальпель, кромка лезвия которого покрыта алмазоподобным веществом, что делает инструмент гораздо более прочным. Но важно даже не это. Главное, с ним срок послеоперационной реабилитации пациент существенно сокращается, а значит и выздоровление проходит быстрее. Топ-5. Аппарат, позволяющий делать топливо из пластикового мусора. Идея принадлежит японскому инженеру, нашедшему способ сократить траты на топливо и сберечь экологию. С помощью пиролиза получается бензин, керосин и дистопливо. Невероятно! Такие технологии сейчас очень нужны человечеству, а не нефтяным корпоратам. Топ-4. Лак для ногтей – индикатор наркотиков. 4 студента из США, послушав новостях об участившихся в случае подсыпания насильниками наркотиков девушкам в коктейле, прониклись этой проблемой и изобрели специальный лак для ногтей. Вас угощает незнакомец? Опустите ноготь на несколько секунд в бокал. Если лак изменил цвет, в напитке содержится наркотик. Очень просто, не правда ли? И насколько полезна может быть эта новинка? Топ-3. Впереди курортный сезон, и многим из нас не помешало бы изобретение ученого Дэвида Хазафи из Ирландии. Браслет, который предупреждает владельцев о передозировке ультрафиолетового луча, меняя свой цвет с синего на прозрачный. Верный знак, что пора зайти в тень. Чувствительность материала может быть различной. Например, детские браслеты меняют цвет раньше, чем взрослые. Топ-2. Все началось с того, что канадский врач Кристофер Чарльз посетил Камбоджу и знал, что население этой страны страдает от анемии, как и 2 миллиарда человек на Земле. Проблему решили бы различные добавки витаминов, но камбоджцы не могут себе этого позволить. Тогда Чарльз создал нечто гениальное и простое – маленькую железную фигурку рыбки. Ее нужно бросить во время готовки в любое блюдо и варить как минимум 10 минут. Топ-1. Инвалидная коляска-вездеход. Ее изобрел российский предприниматель Роман Аранин, сам инвалид-колясочник, после авиакатастроф. Особенность этой коляски в том, что она разворачивается на месте, проезжает по любым дорогам, грунту, песку и даже поднимается по ступенькам. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И до следующей недели.